9 часов утра. Лучи солнца уже коснулись Гизельдонской ГЭС. Единственная девушка-мастер участка эксплуатации Североостинского филиала Русгидро Людмила Попова заступает на смену. Хрупкая и утонченная, но сильная и волевая. В гидроэнергетику она попала не случайно. У меня дедушка энергетик, 40 лет в энергетике проработал. И как-то вот по его стопам. Но там больше заслуга мамы. Я, естественно, в 17 лет вообще не мечтала быть энергетиком. Сначала техникум, после техникума пошла работать, потом закончила институт. Я хотела быть оперуполномоченной. И, естественно, мама мне просто объяснила, ну вот так по-умному, не напором, а именно вот привела доводы, что мой характер в эту систему, ну вот с моим характером нельзя туда. И хотя Людмила родилась во Владикавказе, всю свою сознательную жизнь она провела в Читинской области, где и получила свои профессиональные навыки и проработала 10 лет дежурным механиком на тяговой подстанции. Это оперативно-ремонтный персонал, то есть вот как у нас здесь оперативники, вот такую же должность там занимала. Сменная работа, то есть оперативное переключение, выводы в ремонт и допуск бригад. И там у нас работали именно женщины на этой должности, она не считалась мужской. Нет, были где-то мужчины, но в основном на всех тяговых подстанциях дежурными сидят женщины. И поэтому для меня здесь женщина-мастер, для меня это не было удивительно. Тяговая подстанция, на которой работала Людмила, относилась к железной дороге, а сама должность предполагала высокий уровень допуска и, конечно же, ответственность. Случались и чрезвычайные ситуации. На работе я говорила, что у нас был пожар, взрывалось оборудование, ну, конструктивно как-то вот так выглядит, примерно, чтобы понятно было. И вот он взорвался, это был очень громкий хлопок, я была вообще не на дежурстве, была дома. Услышала просто хлопок, прибежали, тушили общими усилиями. Ну, это такой серьезный был случай пожара. Тушили огнетушителями, засыпали песком, потому что огнетушители нам, кстати, помогли очень мало. Пока не выгорело все масло, но он не потух, этот пожар. Мы вот его только с помощью песка немножко утихомирили, этот огонь. Вот такие тоже бывают случаи. Свою вторую специальность, а именно высшее образование по профилю электроснабжения по отраслям народного хозяйства, Людмила получала во время работы на подстанции. Наша героиня признается, что неопытному мастеру было сложно среди профессионалов и ветеранов труда. Первый год ты ужасно волнуешься, ты мало что знаешь, ты всего пугаешься, всего боишься, потому что, тем более ты пришел, тебе 20 лет. Вокруг взрослые тети, дяди, которые уже с опытом, а ты вот еще зеленый совсем. Ну, конечно. Усложняло работу и то, что некоторые задачи на практике отличались от того, что было написано в теоретических учебниках. Пока ты не придешь работать, не придешь на рабочее место, ты не поймешь. Это я не знаю, как в других профессиях, но здесь так. То есть именно придя и с опытом, ты тогда осознаешь, то, что учили, и тогда начинает доходить то, что тебе тогда преподавали, потому что уже с опытом. То есть ты берешь схему, ты выходишь на открытое распредустройство, и ты вот так вот пальцем, ты вот так это буквально познаешь. По крайней мере, у меня было так. И тогда у меня встало все на свои места в голове. На нынешней работе мастера Людмилы ответственности не убавилось. На Гизельдонскую ГЭС она попала в 2012 году, когда переехала в Осетию. В Русгидро, в газете было объявление, о вакансии, был конкурс. И я просто подала документы, резюме. Тот конкурс мне не очень подходил, но так как посмотрели, что стаж, опыт, и оставили на заметочке. И уже когда был конкурс на мастера, предложили, вот мастер нам нужен. Не хотите ли поучаствовать? Как-то вот очень так случайно, повезло. Впервые Гизельдонскую ГЭС Людмила посетила еще до утверждения в должности. Гул из машинного зала и масштабность оборудования впечатлили будущего мастера участка эксплуатации. Я, зайдя в машзал, конечно, была в шоке, потому что для меня это очень большое оборудование. Я с таким не сталкивалась в принципе, то есть это для меня это было, я вот так ходила.
Потом, когда я начала вот осматривать все объекты, я, конечно, поразилась. То есть я считаю, что Гизельдон – это, по-моему, самая гениальная станция, которая вот из наших, которая здесь есть. Но спустя 8 лет Людмила не только сумела освоиться, но и стать мастером высшей 5-й группы. В ее обязанности входит руководство над бригадой слесарей, которые производят техническое обслуживание и устраняют маленькие поломки большого оборудования. Капитальные ремонты и там, средние ремонты делают подрядные организации. Все какие-то мелкие недочеты, которые в наших силах, делаем. И если мы можем устранить тут же сразу на месте, то мы это делаем. Если, допустим, требует какие-то дополнительных там отключений, переключений или каких-либо еще резервов, там, не знаю, материала или что-то, естественно, мы это делаем по мере возможности. Там, восстановку или по заявке. Ну, то есть там не всю работу мы можем устранить тут же, то есть это подается за несколько дней заявка, и уже потом мы можем планировать работу. А еще команда слесарей участка эксплуатации занимается чисткой некоторых деталей, осмотром конструкций и полным обслуживанием других частей механизма под названием Гизельдонская ГЭС. Ведь от неисправности каждого винтика зависит вся работа станции с 85-летней историей. Иногда разобраться в корне проблемы достаточно трудно. И для этого приходится думать всей командой, ведь одна и та же деталь ломается каждый раз по-разному. Для Людмилы таким железным камнем преткновения стал регулятор скорости у турбины. Просто вроде бы по смыслу, но тяжело, ну вот для меня тяжело для понимания его работы. То есть вот если вы посмотрите внутрь, вы увидите, что достаточно сложная конструкция. И разобраться мне, например, в этом сложно. Сложно не разобраться не в самой работе, как она работает, а что сделать, если оно сломалось. Но прежде чем приступить к починке любого оборудования, важно подумать о технике безопасности. Например, сейчас, работая на мостовом кране, слесарь тщательно подстрахован и закарабинен. Такие же требования и к другим приборам. Вдобавок ко всему, работник должен иметь право допуска. Линейный разъединитель. То есть, чтобы его провести ревизию, то есть надо вот залазить туда и там, как нигде. Нужно соблюдать правила, естественно. То есть этот человек должен быть привязан, закарабинен. То есть обязательно страховочная привязь, обязательно спецобувь не скользящая, ну и каска, и спецодежда, чтобы не было, ну, чтобы он не мог зацепиться, чтобы был застегнут. Также обязательно использование других средств защиты. Изолирующая штанга, она, допустим, при выводе в ремонт мы можем завешать заземление. Переносные заземления, они завешиваются не руками, именно с помощью штанги. То есть мы берем вот до этого ограничительного кольца, мы держим. И если, допустим, шлейф высоко, мы, предварительно сюда посадив, сначала мы цепляем к заземлителю, к низу, к земле, а потом уже на шлейф. Снимаем в обратном порядке. А указательное напряжение есть, то есть, чтобы проверить отсутствие напряжения. А это своего рода, вот, да, индикатор. Только они на разное напряжение, на 110, на 10, на 6, вот, то есть, в зависимости. Также и вот штанги изолирующие. Людмила Попова практически единственная женщина на Гизельдонской ГЭС, но работа в мужском коллективе совсем не смущает нашу героиню. По ее словам, здесь она никогда не сталкивалась с гендерными предрассудками, а ее просьбы и указания выполняются безоговорочно. Главная подача, если вот, приказывать, конечно, я думаю, что мало кем будет это восприниматься нормально. Моя политика – это больше как просьба. Но это просьба, то есть она не моя личная просьба, они же понимают, что это обоснованно, что это мне дан приказ свыше, то есть я должна это выполнить. Поэтому все мои какие-то просьбы воспринимаются именно как руководство к действию. Слаженный коллектив, где каждый профессионал с большим опытом, не единственное, за что Людмила любит свою работу. Природная красота, окружающая все объекты Гизельдонской ГЭС – вот настоящее чудо, которое заряжает и дает силы на новые свершения. Мне кажется, красивее вот этого вида гор и НСР наш,
Просто вот я здесь не видела. Для меня это очень красиво. Я каждый раз приезжаю, мне глаза прям вот меня радуются. И вообще это само ущелье для меня какой-то невероятной красоты. Вот этот масштаб гор. Мы едем на головной узел, то есть то, с чего начинается наша станция. То есть мы сейчас проезжаем реку Гизельдон, с которой мы берем ресурс. Там есть персонал, там есть моторист, и контроль ведет он. А мы приезжаем в случае каких-то, либо плановых сезонных работ, либо каких-то аварийных, каких-то ситуаций, связанных с поломками чего бы то ни было. То есть мы устраняем. А так контроль ведет персонал, находящийся там. Именно бассейн суточного регулирования – одна из главных частей Гизельдонской ГЭС. К примеру, водоприемник, к которому ведет небольшой мостик, осуществляет сброс и сбор воды, чья сила, попадая на сопла турбин, из механической переходит в электрическую. Вода через водоприемник попадает в деривацию, в трубопровод, который идет до станции ГЭС. Перепад по высоте практически 300 метров между этим местом и станцией. Это и есть наш расчетный напор. То есть практически 300 метров – это считается высоконапорная станция. А у нас здесь проходят сезонные работы, то есть подготовка к осенне-зимнему периоду. То есть мы проверяем защиту, например, от обледенения, рыбзащиту, подготовка щитков. За 8 лет работы Людмила зарекомендовала себя не только как первоклассного специалиста, но и отзывчивого человека, что подтверждают и коллеги, и начальство. Грамотный, эрудированный, начитанный и интеллектуально развитый человек. С нашим оборудованием она довольно быстро ознакомилась, освоилась. Кто-то ей помогал, где-то сама, что-то читала. Людмила, она, в общем-то, свои функции, конечно, выполняет как мастера участка эксплуатации. И работается с ней очень комфортно. Что еще могу сказать? Это самое главное. Она очень хороший человек. К работе относится вполне профессионально, с документами, очень даже умеет работать, имеет опыт работы как оперативный работник. Это подсказывает по ходу, где какие оперативные наименования менять надо, где какие схемы, как у них это все происходило. Тоже и опыт тоже пригодился на станции и тоже помогает в работе. Она отзывчивый человек, очень активно проявляет себя в жизни филиала. То есть принимает участие в спортивных мероприятиях и к работе относится тоже творчески. Люда у нас очень строгая, умная, хорошая. С ней можно приятно работать. Когда случается авария, она понятлива, она не торопится, подумает сперва и потом устраняем это неполадки. Работать на гидроэлектростанции – большая ответственность перед собой, коллегами, начальством и подчиненными. По словам Людмилы, залог успеха в ее ремесле – это четкое выполнение всех должностных инструкций и любовь к своему делу. Ведь только так можно стать настоящим мастером по призванию и по должности.